Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, хочу предложить вам такую тему. Звучит она так. Знаки судьбы. На что нужно обратить особенное внимание, чего нельзя пропустить. Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своих планах, мечтах и надеждах. Настройтесь на гадание, задайте такой вопрос. Какие знаки посылает мне судьба? На что мне нужно обратить особенное внимание? Чего нельзя пропустить? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте же посмотрим, какие знаки вам посылает судьба, в чем они заключаются, какую силу и какую информацию они для вас несут. Знаете, вот я заметила, когда гадаю на судьбу, всегда какие-то очень необычные выходят рисунки. Вот как-то высшие силы ведут мои руки, да, и выходит просто что-то вот прям коллаж, понимаете, коллаж из рисунков, очень много. Давайте по очереди я буду читать, буду идти снизу вверх. Какие знаки вам идут? Во-первых, вам идет знак о любви. Любовь ворвется в вашу жизнь, причем ворвется очень скоро. Вот как хотите, в браке, в отношениях, вот насыщенность в любви, ощущение влюбленности, ощущение счастья, того, что я в паре, того, что есть вторая половиночка. И это к вам идет. Здесь вот две чаши вышли. Две чаши, но они вот пустые, но видите, они наполняются. Что одна чаша наполняется, что вторая чаша. Две чаши будут наполнены. Это вот все, что вот происходит либо сейчас, либо в самое ближайшее время. Наполненность. Здесь, кстати, не только вот сама по себе любовь, да, и любовные отношения, но и здоровье. Знаете, здоровье ваше, здоровье ваших близких. Если кто-то, не дай бог, где-то себя плохо чувствовал, либо кто-то из близких там приболел, выздоровление, понимаете? То есть здесь вот именно наполненность и счастье, которые идут в вашу жизнь, они по вашей дороге судьбы. Это так должно быть. Это должно быть, и это обязательно случится. Следующий момент и знак. Вот кто видит, тот видит, да, вот голова дьявола, да, то есть такого рогатого существа, да, с большими ушами, с большими рогами. Это страхи, сомнения, переживания, ваши какие-то комплексы, зажимы и шоры. Это вы должны про себя почувствовать и понять, что они у вас есть, и они реально вам мешают жить. И это не кто-то там что-то на вас наделал, да, наслал, нагнал, а вы сами. Вы сами боитесь просто жить, дышать полной грудью и оторваться от этой грешной земли. То есть момент, когда вы сами загоняете себя в такую ситуацию, и вам высшие силы предлагают побороться за себя, за свое счастье, за свое будущее, да? Убрать вот эти все комплексы, убрать вот эти зажимы, все то, что вам мешает. И, конечно же, идти за своим счастьем, за своей счастливой звездой и за тем, чтобы быть человеком уверенным в себе, в своей жизни и в том, что происходит, да, быть хозяином своей жизни. Вот что вам нужно. Поэтому, мои дорогие, как хотите, убирайте вот эти все страхи, они ни к чему, они вам совершенно не нужны. Следующий момент – это момент того, что у вас вот буква В вышла. Видите, буква В. Возможно, кто-то чувствует себя виноватым по отношению к вам. Возможно, этот человек, у него в инициалах, там, не знаю, имя, фамилия, место, есть буква В. Вина гложет этого человека, вина не отпускает этого человека. Если этот человек в прошлом как-то нагадил вам в жизнь, то человек скоро объявится, и этот человек будет просить у вас прощения, извинения, то есть каяться. То есть этот момент очень четко вот здесь у нас проходит. Следующий момент. Это женщина, смотрите, вот женщина, она здесь стоит, и у нее в руках, вот, я не знаю, то есть куча всего, какие-то дары, какие-то подарки, пакеты, не знаю, что-то, у нее очень много всего. То есть какая-то женщина, она
ну, либо, может, это ваша мама, либо ваша там сестра, подруга. То есть кто-то к вам стремится попасть в ближайшее время в ваш дом, в вашу жизнь, чтобы вас чем-то, ну, одарить. То есть как бы я вижу, что у нее в руках хлеб, вот такая огромная там, не знаю, вот хлебина такая вот, каравай, да, каравай. То есть это еще, кстати, момент может указывать на то, что кто не в браке, кто не в отношениях, то присмотритесь, присмотритесь. Есть человек, который готов, либо готова, да, стать вашим, либо вашей спутницей жизни, разделить с вами все горести и неприятности. И знакомство с этим человеком будет через женщину. Женщина вот этот каравай преподнесет, да, вот этот дар, вот этот подарок. Так что, мои дорогие, у кого-то, возможно, даже дело закончится и счастливой свадьбой, браком, хорошими, добрыми отношениями. То есть знакомство через женщину происходит. Кстати, может быть, женщина будет вам предлагать знакомство. Знаете, кто-нибудь там, коллега на работе скажет: а хочешь, я тебя познакомлю, у меня там, не знаю, там у подружки дочка прекрасная, либо там у подружки сын просто замечательный. И вы уже будете думать, да, вступать в отношения, либо нет, знакомиться, либо нет. Честно, попробуйте, потому что там человек хороший будет, вам понравится. Если не поженитесь, то хотя бы приобретете прекрасного, замечательного друга. Следующий момент. Здесь у вас рабочая тема идет, здесь вот такой молоток, кирка, по-разному он называется, да, и спиной к нему кошка. Кошка худая, кошка противная. Будьте аккуратны, потому что на работе есть момент зависти к вам, и вы эту зависть, возможно, даже чувствуете, да, как говорится, сердцем чувствуете. Но добрый вы человек, да, вы вот плохие мысли от себя отгоняете. А вам нужно именно не этим заниматься, а обратить внимание, да, и пресечь, если вы понимаете, что человек как-то себя ведет вот либо агрессивно, либо гадко, либо там подставы какие-то делает. Знаете, вот кошка это худенькая, но она худенькая на сегодняшний момент, да, то есть какие-то мелкие пакости она означает. Так что будьте аккуратны, присмотритесь к окружению и понимайте, что с этим обязательно нужно что-то делать, потому что вы можете превратиться просто, я не знаю, в какого-то муравьишку, да, который будет все на себе таскать, плюс еще и нагоняя получать. Зачем вам это нужно? Да, либо вообще зайдет ситуация в такое положение, что вам там придется уходить с этого места работы, да, и все из-за какой-то маленькой драной кошки. Извините за слово. Я ничего не имею в виду против плохого, да, относительно кошек, очень их люблю, у меня всегда было много, но я имею в виду человека, который вот себя подло и каверзно ведет. Этот момент, он очень четко здесь вот прорисовался. Так, следующее. Здесь вы должны понимать, что за вами кто-то наблюдает. Постоянно вот идет какая-то слежка, наблюдение. Если вы в паре, в браке, в отношениях, то ваш партнер за вами наблюдает. Кстати, может проверять вашу почту, ваш телефон, не знаю, там читать мессенджеры. То есть тут момент такой постоянный присутствует. Будьте аккуратны, причем предельно аккуратны, потому что человек, ну, не знаю, то есть там либо какие-то подозрения, да, либо кто-то накрутил, да, вот как говорится, накрутили против вас, либо где-то вот что-то, ну, не знаю, приснилось, да, человек вот, ну, не спокоен в отношении вас, так что будьте готовы и, ну, понимайте, что вот беспокойство есть у вашего партнера, и пока этот человек не успокоится, будет за вами там подслеживать, да. Не агрессируйте в сторону партнера, наоборот, попытайтесь поговорить, ну, либо хотя бы там подкладывайте свой телефон, да, чтобы человек мог проверить, сказать, что нет, все, это все была ложная информация, да, меня любят, и никаких измен, там, неприятностей нет. Так, еще я вижу здесь момент, что вам вот прям высшие силы намекают, что пора себя менять в плане того, что нужно себя немножечко вот апгрейдить, да, может быть, прическу поменять, может быть, гардероб поменять, может быть, какой-то, да, салон красоты посетить, там, процедуры какие-нибудь красоты применить, может быть, в спортзал сходить. То есть надо себя немножечко поменять. То есть здесь зеркальце, нужно посмотреть на себя и понять, что мне нужно где-то поменять. Вы, знаете, как вы вот вообще на себя, как говорится, забили, да, как выгляжу, сколько там у меня килограмм, что на голове, да, какой там макияж. Вот и мужчины, и женщины, кстати, вот человек просто на себя подзабил.
И знаете, вы как бы сами от себя не рады. А вам нужно именно стремиться к такой ситуации, когда бы вы радовали себе и тому, как вы выглядите. Вот, подумайте об этом. Так, здесь смотрите, дети. Ну, дети чудят. Дети реально чудят, особенно мальчики. Вот кто у кого мальчики, неважно какого возраста, будьте предельно аккуратны, потому что как-то вверх ногами вот с мальчиком будет ситуация, что придется и понервничать, и попереживать, и ну, поактивничать, да, чтобы решить какой-то вопрос. А ребенок, как бы, знаете, ни сном, ни духом, да, на своей волне чудит. Здесь, знаете, что поможет? Здесь поможет вот какой-то пример, либо, не знаю, либо, ну, смотрите, что мне идет, вот как я это вижу. Либо вы психологу ведете своего ребенка, да, свою детку, чтобы там немножечко в порядок привели мозги, либо вы идете в храм хорошему, например, священнику, который сможет вот проповедью, да, вот как психолог, да, на место мозги поставить, потому что я вижу, что ребенок ваш внушаемый, ну, в плане того, что можно что-то поменять, что-то переделать, да, у кого-то неприятности с детками, да, вот какое-то поведение неадекватное немножечко, попробуйте проработать эту тему, но не сами выступайте в роли учителя, наставника, что, дескать, все там, давай, там, ты там не гуляешь, там с друзьями не общаешься, только учишься, а через кого-то, человек, который там, например, может быть авторитетным, да, либо человек, который умеет правильно подобрать слова и правильно, ну, мотивировать и стимулировать. Вот это вам такая подсказочка идет. Следующее я вам хочу сказать. Здесь у вас голова дракона. Ну, дракон, знаете, такой спящий. Здесь успех. Вы на правильном пути к успеху. Причем смотрите, какой успех. И на работе, и, например, в личной жизни. Если вы ждете предложения от любимого человека, да, предложение руки и сердца, то вам нужно немножечко поактивнее себя проявлять в плане того, что говорите об этом. Говорите, что я хочу замуж, я хочу жениться, я хочу семью, я хочу там детей, я хочу, не знаю, оформить официально отношения. То есть такие моменты должны быть. Что касается работы, то там тоже нужно себя активно проявлять. То есть этого дракона нужно разбудить, да, чтобы вы заявили о себе, своему руководству, своему там непосредственному руководству, что я вырос, либо выросла из своей должности, да, я хочу повышения, я хочу продвижения. То есть какие-то такие моменты нужно обязательно озвучивать. Вот так вот, мои дорогие. Так, следующий момент. Для тех, кто в паре в браке. В паре в браке люди у меня здесь, ну, как-то, знаете, они отдыхают от каких-то дел, вопросов, у них общая крыша, у них какое-то общее дело появится. Вот у вас какое-то общее дело. Либо вы в прямом смысле какой-то бизнес вместе откроете, либо вы что-то затеете, переезд, ремонт, там, что угодно, что-то общее вы делаете. Может, даже вместе там на спорт пойдете. И знаете, вот это общее позволит вам объединиться, стать более, скажем так, к друг другу расположенными. У вас появятся общие темы для разговоров, какие-то вот прям, знаете, ну, захочется больше вот внимания, больше близости, да, то есть какое-то вот прям родство пойдет. И знаете, я вижу, что инициатор во всем этом деле женщина выступает, да, мужчина более в какой-то, знаете, стабильной лежачей позиции, а женщина инициатор. Кстати, берегите, женщины, своих мужчин, потому что мужчина тут может либо переохладиться, либо там, знаете, как под сквозняк попасть, то есть какой-то даже может и вирус, не дай бог, поймать. То есть, ну, это не катастрофично, но момент того, что вы должны следить за его питанием и его, ну, скажем так, одежда, да, чтобы человек действительно по погоде был одет, и, не дай бог, нигде ничего там не произошло. Вот. Ну, а если вдруг там какое-то недомогание, конечно же, к специалисту, и чтобы вам назначили правильное, адекватное лечение. Все будет замечательно. Здесь я вижу, что вы в порядке, что у вас все есть, здесь наполненность, здесь ресурсность. А у нас все домочадцы, да, все близкие, родные, у всех все в порядке. В принципе, очень даже и неплохо. Так что, мои дорогие, знаки предупреждающие я вам рассказала. Буду делать такое гадание, возможно, раз в месяц, чтобы вы понимали, что происходит, какие подсказочки вам дает Вселенная и высшие силы. На данный момент ситуация вышла именно такой. Гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.